Начало XX века по праву считается эпохой возрождения в национальном культурном процессе. Татарская культура постепенно начинает отходить от многовековых связей и традиций мусульманского Востока и приобщаться к русским и европейским ценностям. Это будет самый настоящий синтез Востока и Запада, который в будущем ляжет в основу татарской культуры на заре 20-го тысячелетия. Большой популярностью среди всех слоев татарского общества пользовались произведения Фатиха Амирхана, Шарифа Камала, Гафура Кулахметова, Фатиха Карими, Сагита Рамеева и других литераторов. Стремительно и весомо вошел в художественную общественно-политическую жизнь татарского народа Габдулла Тукай. Это был не только великий поэт, но и блестящий прозаик, публицист и педагог. Тукай стал одним из основателей новой татарской литературы и современного татарского языка. Стихотворение «Иду своим путем». Я устремляюсь в высоту, бессмертность, бесконечность, бессмертной вечной красоте, в сияющую вечность. Я вечно юным быть хочу, даруя радость людям. Пусть солнце гаснет в небесах, я новым солнцем буду. Александра Сергеевича Пушкина называют солнцем русской поэзии. Тукай, бесспорно, это солнце нашей татарской и татарстанской культуры. Тукай же писал: «Однажды проснулись мы в 5-м году». Да, но не только татары, все проснулись. Десятки молодых писателей и поэтов, они выросли на основе тех традиций, которые были. Ведь до революции, уже на рубеже 2 веков, особенно после 1905 года, произошло возрождение татарского народа. Под влиянием Первой Российской революции у татар начала бурно развиваться периодическая печать. Первое периодическое издание на татарском языке появилось в Санкт-Петербурге в 1905 году, когда увидела свет первая татарская газета «Нур». В ноябре 1905 года уже в Казани выходит общественно-политическое и литературное издание «Газета татарских либералов Казан-Мухбере» «Казанский вестник». Она выходила в течение 6 лет. Одним из ее редакторов был Юсуф Акчура. 22 декабря 1906 года членами кружка любителей литературы и искусства в Казани было показано первое публичное театральное представление на татарском языке. Этот день официально считается днем зарождения татарского театра. Наибольший вклад в развитие татарского профессионального театра оказал Габдулла Кариев, который возглавил театр в 1907 году. В 1905 году состоялся первый общедоступный спектакль на татарском языке в Оренбурге. Эту дату сознательно в советское время замалчивали, сводили все к 22 декабря 1906 года, когда в Казани состоялось первое публичное исполнение на татарском языке. В творчестве первых татарских музыкантов, одаренных композиторов-самоучек, таких как Захидулла Ярулин, Султан Габеши, наметились лишь первые ростки профессиональной музыки. Родоначальником же татарской профессиональной оркестровой музыки является Салих Сайдашев. Именно он вводит в татарскую музыку новые формы – арии, дуэты и хоры. В 1920-25 годах композитор в числе своих произведений создает и балетную сюиту для оркестрового исполнения. 25 июня 1925 года в культурной жизни Казани произошло значимое событие. Торжественные мероприятия, посвященные 5-летию образования Тат-Республики, увенчались масштабной премьерой первой татарской оперы «Сания». А уже 20 декабря 1926 года в Татарском академическом театре состоялась премьера нового музыкально-драматического произведения «Голубая шаль». В год создания знаменитой «Голубой шали» Карим Тинчурин напишет еще одну жемчужину татарской драматургии – «Жылкен Сезлер» «Без ветрил». Эта пьеса, по мнению критиков, до сих пор не утратила своей актуальности. Поэзия Тукая, проза начала 20 века, драматургия начала 20 века, она все равно продолжала жить
немножко в новом качестве. Это красота языка, это особые образы художественные, своеобразный менталитет. Это, конечно же, этнографический фон, это прекрасное музыкальное оформление. Поэтому-то эта культура, она очень быстро была принята народом. Казань в начале 20 века является основным просветительским центром всего востока России. И поэтому не случайно именно в Казани в 1895 году открывается художественная школа, которая в будущем станет основой для развития изобразительного искусства Татарстана. Это учреждение становится известным благодаря таким самобытным художникам, как Николай Фешин и Павел Беньков. В развитии современного национального изобразительного искусства огромную роль сыграл художник, скульптор и педагог Баки Урманче. Баки Урманче, он умел и, как бы, с одной стороны, и соответствовать общему вот такому, ну, как бы, течению жизни, но в то же время ему удавалось оставаться самим собой. Постепенно в творчестве молодых писателей, которые еще в начале 20-х годов были овеяны революционной романтикой, приходит отрезвление. Под обострением классовой борьбы, как называли ее в партии, раскулачивание, гонения на религию, которые проходили на фоне коллективизации, индустриализации, началась унификация художественного творчества, идеологический тоталитаризм. Культура, согласно советской идеологии, должна была дойти до самой глухой деревни и быть понятной рабочему человеку. Начинается в стране коллективизация, голодомор, а в 1934 году создается Союз советских писателей, организация, которая очень четко регламентирует то, о чем писать пьесы, на какие темы, и где Максим Горький впервые произносит и утверждает, что вот господствующим стилем в искусстве народов Советского Союза становится социалистический реализм. Аресты и расстрелы тысяч религиозных деятелей привели к видимой утрате преемственности религиозных традиций между поколениями. Началась мощная агитационная пропагандистская работа по внедрению коммунистического сознания через средства массовой информации, кино, радио, внедрение в быт людей новых революционных праздников. Средневековая литература татар фактически подпала под запрет. Она была связана с исламом. Вот джадидизм был объявлен буржуазной идеологией и как бы тоже отбрасывался. И советские дети, ну, я тоже один из них тогда вырос, мы ничего не знали о Марджани, Реза Фахриддине и о многих наших крупных интеллектуалах, которые были связаны вот с джадидистским этапом. Культурный процесс, вот, он также, его трудно разделить временными рамками, он в татарской культуре продолжался с начала 20 века, начался в начале 20 века этот взрыв, ренессанс, и он, в принципе, продолжался и в 20-е, и в 30-е годы. Потому что еще в 20-е годы работали и представители художественной культуры старого времени, прошлого времени, как их называли, буржуазной эпохи. И появилась целая плеяда молодых деятелей культуры, искусства, которые создавали замечательные произведения. Великая Отечественная война стала особым периодом в жизни творческой интеллигенции. Для нашей страны истинным символом Второй мировой войны стал поэт-герой Муса Джалиль. Он выразил в стихах то, что определило победу над фашизмом – несгибаемый дух народа. Муса Джалиль прославил свой народ в бессмертном цикле стихов «Моабитская тетрадь», который был написан в фашистских застенках. Они сражались за родину и штыком, и пером. Из 53 членов Союза писателей Татарии в течение первого года войны 25 литераторов ушли на фронт. 15 писателей работали в редакциях 16 татарских фронтовых газет. Они появились в самый разгар Сталинградской битвы. В Татарстане уже в первый год войны из 53 членов Союза писателей ТАССР 25 ушли на фронт. 15 писателей работали в редакциях татарских фронтовых газет. Татарские фронтовые газеты, они появились в разгар Сталинградской битвы. И на сегодняшний момент мы знаем о существовании 16 таких татарских фронтовых газет. От первого дня войны до победного салюта с бойцами, командирами была музыка. Она поднимала в атаку.
помогала пережить горе, дарила надежду. Одна из самых красивейших песен татарского народа «Адриатическое море» была написана Салихом Сайдашевым именно к пьесе Тазигизата «Настоящая любовь». Это произведение о войне и любви стало бессмертным творением авторов. Песня вышла на передовую линию общенародной борьбы. В годы Великой Отечественной войны Джаудат Файзи сочинил первую музыкальную комедию «Башмагым» – «Башмачки». Только за первый и второй год войны было создано 108 произведений, и из них 72 на оборонную тему. Среди наиболее известных композиторов, творчество которых помогало выживать татарстанцам прежде всего, это, конечно, Ключерев, это Жиганов, Джаудат Файзи, Хабибулин, Михаил Юдин и многие-многие другие. В 1939 году студент Московской консерватории Фарид Ярулин начинает создавать первые инструментальные фрагменты будущего балета «Шурале». В течение 2 лет композитор пишет большую часть музыки. В 1941 году завершает произведение в клавире, но не успевает оркестровать его. Началась Великая Отечественная война. Фарид Ярулин был призван в ряды советской армии и погиб в 1943 году. Премьера балета состоялась 12 марта 1945 года в Казани. Балет имел большой успех и до сих пор считается великим художественным произведением в жизни татарского искусства. Героизм людей на фронте, их самоотверженный труд в тылу получил отражение во многих произведениях. Состояние народной души, потрясенной войной, передавала поэзия. Талантливейший поэт Фатих Карим 3 года был на передовой, служил снайпером и героически погиб при штурме Кёнигсберга. Но его поэзия занимает особое место не только в татарской и русской, но и в мировой литературе. Дважды был ранен. Ранен был серьезно. Любой человек мог бы сказать, что он уже уходит с позиции, потому что кровь течет. Но он оставался. Оставался там, и 3-я пуля, значит, это уже последняя была пуля. После Великой Отечественной войны в стране, победившей фашизм, усиливается идеологический диктат. Произведения литературы начинают критиковать за безидейность, отсутствие патриотизма, пессимистические настроения. Идеологическая ревизия коснулась творчества многих татарских литераторов, музыкантов, художников, ученых. В 1949 году было запрещено около 20 спектаклей казанских театров. Среди них оказалась и музыкальная драма «Наемщик» знаменитого и любимого народом композитора Салиха Сайдашева. Началась травля музыканта, который был изгнан со всех должностей и, по сути, отлучен от творчества. Возможно, это и подкосило его здоровье. Выдающегося музыканта не стало 16 декабря 1954 года. Похороны Салиха Сайдашева вылились во всенародный траур. Начало 50-х годов становится временем новых технологий. В 1951-м в Советском Союзе начинает свою работу Центральная студия телевидения. В ее систему стало входить и республиканское областное радиовещание. Официальной точкой отсчета татарского телевидения принято считать 3 ноября 1959 года. Именно в этот день в эфир вышел Казанский телецентр и началось регулярное вещание Казанской студии телевидения. Конечно, было очень сложно, но удивительно интересно. Потому что это, во-первых, было и для нас, работников телевидения, сплошные открытия шли и так далее. И люди с удовольствием смотрели, телевизоры, сами аппараты были в дефиците. В 1957 году в Москве прошла декада татарской литературы и искусства. Делегация Татарской АССР состояла из 30 творческих коллективов, более 1200 человек. Артисты выступали в лучших концертных залах и театрах.
А в Академии художеств СССР было выставлено более 700 произведений живописцев советской Татарии. Заключительный концерт состоялся в Большом театре. Спектакли, концерты, выставки посетило около 140 тысяч зрителей. Для татарской культуры и искусства декада стала мощным стимулом для развития. Многие библиотеки и дома культуры в эти годы получили отремонтированные залы. Казанские театры смогли полностью обновить декорации и костюмы. Театр оперы и балета имени Мусы Джалиля обрел новое здание. В Казани был открыт музей изобразительных искусств ТАССР. Многие писатели, ученые поднимали в период оттепели вопрос о сохранении и развитии родного языка, о бережном отношении к сокровищам национальной культуры. Крупнейший татарский поэт Сибгат Хаким, выступив в 1958 году на 4-м съезде писателей Татарстана, в частности заявил: «Национальный цвет, национальные особенности не являются украшением. Они отражают богатство народного языка, развивавшегося веками». Одна сторона, интеллигенция творческая, как-то пытается все-таки трансформироваться в эту систему. Она пытается соответствовать, чтобы выпускать книги, чтобы снимать кино, чтобы рисовать картины. Да? Другая часть, даже если она будет перестраиваться, ее легко обвинить в каких-то, антисоветских проявлениях. А в нашей республике и в любой национальной республике это проявление, прежде всего, в национализме. Это очень, несложно было сделать. Если человек в своих произведениях затрагивает тему, исторического какого-то прошлого своего народа, совершенно спокойно можно было его, оформить как националиста и еще какие-то вещи. Но взаимообогащение и взаимопомощь культур никто остановить не мог. Это давало порой яркие творческие результаты. В 1961 году в Татарский академический театр имени Галиаскара Камала вернулись выпускники татарской студии знаменитого Московского училища имени Щепкина. Один из старейших театральных вузов России славился своей работой по подготовке кадров для национального театрального искусства. Выпускники татарской студии Ринат Тазетдинов, Равиль Шарафеев, Асгар Шакиров, Нажиба Ихсанова, Наиль Дунаев, Дамир Хайрулин, Флюра Хамитова, Фирдаус Ахтямова, Гульсум Исангулова и другие стали звездами татарской сцены. Начали писать для театра их однокурсники, драматурги Туфан Миннулин и Рабит Батулла. В 1966 году в Татарский академический театр имени Галиаскара Камала пришел новый главный режиссер, выпускник Государственного института театрального искусства в Москве Марсель Салимжанов. С первой же постановки «Миркай и Айсылу» стало понятно, что татарское театральное искусство вышло на новый творческий уровень. Появился актуальный национальный и передовой репертуар, глубокое актерское осмысление ролей, современная сценография. Спектакли Марселя Салимжанова разных лет, такие как «Беглецы» Исанбета, «Американец», «Угасшие звезды», «Казанское полотенце» Тинчурина, «День рождения Миляуши», «Старик из деревни Альдармыш» Минулина и многие другие прочно вошли в золотой фонд многонациональной театральной культуры Советского Союза. Мы все хорошо знаем произведения Гарифа Ахунова, которые посвящены нефтяникам. Мы знаем произведения Амирхана Иники, который на фоне вот этих грандиозных промышленных индустриальных преобразований задумывался о судьбе простого человека, об экологии, о судьбах семьи. И что особенно важно, уже в этот период, постпериод хрущевской оттепели, по-иному стала осмысливаться и революционная действительность. Она приобретала уже более человеческие черты, там было меньше идеологизации. Примером тому прекрасное произведение Ибрагима Гази, Гумера Баширова и многих других авторов. Начинает появляться исторический роман, например, известный историк Нурихан Фаттах, Мусагид Хабибулин, писатель-историк. В ТАССР появилась целая плеяда своих писателей и поэтов новой волны.
Равиль Файзулин, Николай Беляев, Ринат Харис, Рустем Кутуй, Роман Солнцев и многие другие. Идеологический нажим, как ни парадоксально, оказывал на общество прямо противоположное воздействие. Он усиливал творческую энергию интеллигенции. Например, эта эпоха заняла особое место в развитии музыкальной культуры республики. В 1966 году впервые в ТАССР появился свой государственный симфонический оркестр. На протяжении 12 лет его возглавлял знаменитый дирижер, народный артист СССР Натан Рахлин. Имена татарских поэтов, музыкантов, композиторов, исполнителей, они гремели по всему Советскому Союзу. Ну, кто мог знать творчество Наджиба Гаязовича Жиганова в тот период, который, несмотря на свой возраст, на свой опыт, он каждый год открывал пленум Союза композиторов ТАССР новые симфонии, подчас экспериментировал. И в этот же период появились молодые композиторы, талантливые, такие как Ринат Яникеев, Алмаз Манасыпов, Фасиль Ахметов, которые, с одной стороны, они писали в жанре серьезной музыки, с другой стороны, им принадлежали прекрасные романсы, которые завоевали популярность у самой широкой публики. Начатая в стране в 1985 году политика перестройки и гласности вызвала большие изменения в общественных настроениях Татарской Республики. Атмосфера гласности создала благоприятные условия для национально-культурного развития. Важным событием в культурной жизни республики стало завершение строительства в 1987 году уникального здания на берегу озера Кабан Татарского академического театра имени Галиаскара Камала. Освобождение от строгих идеологических рамок способствовало появлению новых тем в татарской литературе. Возрождению татарской нации посвятили свое творчество Рабит Батулла, Вахид Имамов, Ринат Харис, Фаузия Байрамова, Ркаиль Зайдулла, Зульфат Хаким и многие другие. Неординарным событием стала постановка Марселем Салимжановым трагедии «Идыгей». Татарскому народу вернулось его некогда запрещенное историческое наследие. После долгого забвения на подмостки театра вернулись и произведения Гаяза Исхаки. Заметным событием стали выход в свет в 2002 году первого художественного фильма на татарском языке «Куктау» режиссера Ильдара Ягафарова и «Зулейха» режиссера Рамиля Тухватуллина. В 1989 году был создан Государственный камерный оркестр «Ля Примавера» под управлением Рустема Абязова. В 1993 году Государственный оркестр народных инструментов, ансамбль танца «Казань» и Государственный ансамбль фольклорной музыки Республики Татарстан. Смена политической атмосферы сопровождалась изменением роли средств массовой информации, которые становились мощным фактором общественной и культурной жизни страны. В общей сложности в Татарстане в конце XX века насчитывалось более 500 СМИ. Наиболее заметные изменения произошли в радиотелевещании. Продолжительность радиовещания на татарском языке выросла в 6 раз. В начале 21 века в Татарстане была образована телерадиокомпания «Татарстан. Новый век». Культура и искусство Татарстана сегодня на карте России и мира имеют свое значимое место. Республика известна популярными театральными фестивалями имени Шаляпина и Нуриева, международным фестивалем мусульманского кино. Традиционным стало проведение в Казани фестиваля эстрадного искусства «Йылдызлык» «Созвездие», республиканского конкурса вокалистов имени Салиха Сайдашева, международного конкурса молодых исполнителей имени Ильхама Шакирова. Фестиваль татарской песни «Узгеряш-Жиле» «Ветер перемен» был даже презентован в знаменитом концертном зале Карнеги-Холл в Нью-Йорке. Татарская культура за прошедшие 100 лет превратилась в зрелищную, уникальную по своей сути и удивительную по своим масштабам индустрию.